Добрый день, дорогие телезрители. Рубрика «Мы вам покажем», мы вам показываем хорошие на самом деле вещи. Дело в том, что наш край – это край непуганных поклонников, фанатов, почитателей всемирно известной марки Toyota. Только что мы видели такой новенький Corolla Cross. Конечно, хорошая машина, супернадежная, говорят. Дело в том, что в моем владении в жизни никогда не было марки Toyota. И сейчас есть хороший повод все-таки посмотреть своими руками, своими глазами, пощупать руками то самое пресловутое качество Toyota. Знакомьтесь, хозяин данной красавицы, автомашины Toyota Crown в кузове Station Wagon. Это Crown 136. Да, Г-136. Егор... X по ФК, если быть Егор Иванович, здравствуйте. Егор Иванович, человек, приближенный к инженерным кругам, специализируется на электрике и так далее, но сегодняшний вот этот разбор тойотовского качества мы проделываем вместе с нашими друзьями, замечательной семьей Кириллиных, Анатолий Анатольевич и, соответственно, Филипп Анатольевич. Это потомственная династия, получается, автомехаников. Но прежде чем мы начнем наш разговор, я бы хотел поинтересоваться у Егора Ивановича. Егор Иванович, каким образом данная красавица, вот эта машина охотников за привидениями, попала в ваши руки и вообще немножко об ее истории? Я так понимаю, это 136-й Crown, тот, который мы привыкли называть чемоданом, но чемодан в нашем случае не канает, потому что это все-таки Station Wagon, а чемодан это седан. Ну да. Седан. Как вы ее приобрели и что с ней делали? Ну, по факту это третья моя машина. Первая моя машина был 40-й «Москвич», вторая была моя машина 41-й «Москвич». Потом, когда я на 40-м «Москвиче» отъездил, дай бог памяти, 6 лет, на 41-м «Москвиче» отъездил 8 лет, вот мой друг ко мне подошел и сказал, что забирай вот моего Кроуна, я у тебя забираю твоего «Москвича» за определенную сумму. Человеком 150 килограмм весом вообще не рекомендуется спорить. Отъездил на ней уже 12 лет. 12 лет. Я последние 4 или 5 лет езжу зимой и летом. В принципе, она меня не подводила еще ни разу. Ну, вообще, она мне досталась, можно сказать, беспробежной. Ну, в нашем дальневосточном понимании. Пробег, конечно, сложно сказать, но я, естественно, свой пробег не скручивал. Сейчас, если вот мы посмотрим на спидометр, он нам покажет цифру 343 тысячи. Из этих 343 тысяч 80, я ее купил с пробегом 80 тысяч по этому спидометру. Чудо нашей инженерной мысли – это палка-подпорка. В данном случае это труба водопроводная. Ну, движок. Какой? Движок 1 GFE, стандартный, 2 литра. В классическом понимании я с двигателем ничего не делал. То есть вот эта вот не капиталили ничего? клапанная крышка, она не открывалась. Не открывалась. Не капиталил. И она ездит. И она ездит. ГРМ у меня порвался в прошлом году. Стоп, на каком топливе ты ездишь? На 76-м бензине. 76-м бензине? Извиняюсь, на 92-м. На 92-м бензине. Никакого газового оборудования и так далее, как любят у нас. Никакого газового оборудования. Все по феншую. То есть двигатель, который был рассчитан на соответствующее октановое число, он работает на соответствующем октановом числе, он работает. И дело в том, что он работает, никаких признаков там капиталения и так далее. Анатолий Анатольевич подтвердит, несмотря на то, что вот слегка в покоцанном состоянии находится, то, что он хорошо знаком с этой машиной, ему не надо ничего делать. Он ездит. В прошлом году мы меняли ремень ГРМ, он порвался, но ничего с ним не было. Это не цепной, это ремень, да? Мы просто поменяли ГРМ, выставили метки и все. И он до сих пор вот работает. Еще у нас потекли, по-моему, я помню, что
форсунки, да? Да, форсунки Ага, заменены были технике форсунки. ходом, и я их все 6 штук поменял. Ну, я на вообще, контракт. я вообще удивляюсь, что вот данный экземпляр, вот столько мало на нем сделано, вот то, что вот потекли форсунки за столько лет, это в принципе неудивительно, оно должно было как что-то потечь, да? Это полная, скажем так, мелочи по сравнению с мировой революцией. Дело в том, что данная машина 97 года выпуска. 97 года выпуска. Выпускается она с 90-го года. Это 136-й кузов. 86. С 86-го даже. Да, да. С 86-го выпускается. 40 лет машине. Ну, вернее, поколению 40 лет, но в нашем случае автомобиль 28-летний. Скоро отметит 28 лет. Да. И в руках одного хозяина 12 почти лет. Нас интересует не двигатель, но это тема отдельного разговора. Да? Дело в том, что когда-нибудь, если в нашей жизни это произойдет, будет повод заглянуть в двигатель, мы это сделаем. А повод у нас случился сопоставимый с моей замечательной автомашинкой концерна Suzuki 19 года выпуска, в котором мы за зиму 2 раза поменяли сальники. Да? Да. Заднего И моста. вот Игорь Иванович уже 2 года как слышит, 2 года слышал. да, слышит, жалуется, что зимой у нас начинает гудеть задний мост, да? Гудеть или хрустеть? Причем одна Скажем, сторона же. Да, нет, мы пока еще не выявили. Вот сейчас есть- вот при ага. вас мы его будем Ага, как бы... хорошо. То есть это у нас чисто субъективное мнение владельца машины, который любой скрип и скрежет может считать, что все, машине хана и так далее. Да? На самом деле все с ней может быть и в порядке. Да? Да. Как есть такое правильное выражение «погудывает». Он пропадает, появляется, пропадает. И это, кстати, связано с нашими температурными явлениями. Да? Он начинает гудеть в холода. Или наоборот он пропадает. Ну, там есть какая-то вот зависимость, но какая именно зависимость, выяснить слегка затруднительно. Иногда он может загудеть холода, а иногда он как будто бы он отогревается и опять начинает гудеть. Зимой ты используешь Наташу, я так понимаю, да? Да, зимой на Ага. Масло-то ты заливаешь, он, может, не течет, потому что там вообще все кончилось, а? Он не помнит. Ну, Анатолий Анатольевич практически прав, потому что ну, история машины же известна мне. И масло в заднем мосту заливали мы с предыдущим хозяином вместе. В 12 году. Это было залито больше 12 лет тому назад. Упаковка, естественно, не сохранилась, но это было какое-то трансмиссионное масло Ну, 5. И там было сказано, что оно работоспособно до температуры минус 55 градусов, по-моему, было сказано. Ну, какое-то вот масло, не сказать, что прямо такой известной марки, но... Не, ну тогда-то было масло 12 лет назад. Это сейчас контрафактная продукция преобладает. Да, тогда было масло. Не, ну я вот сейчас боюсь, что там вообще никаких подтеков нету. Не, ну, Хотя сальник, подшипник вроде бы уже Все, разболтался. да, ну, мы давайте, я обещал нашим зрителям посмотреть, что с, извиняюсь, почти 40-летней, 28-летней красавицей случилось, да, в районе заднего моста. Задние мосты у нас примерно аналогичной конструкции. И давайте мы просто на виду изумленной публики с помощью нашего молодого поколения Филиппа Анатольевича, который будет выступать основным механиком сегодня, да, разберем этот узел и посмотрим, требует ли оно вмешательства. Согласен? Да. Все, начинаем. Это не рессор или гремит? Нет, ну чувствуется вот на руках, что вот у нас полуось шевелится. Полуось шевелится. Ну, какой-то люфт есть, да? Люфт есть, выработка. Люфт есть. И вот эти подтеки, это Анатолий Анатольевич жидким ключом брызнул, а не подтеки Да, вот какие-то. меня терзают смутные сомнения, почему у нас ничего не течет. Реально, может, у нас там масла нет давным-давно. А емкость есть? Ну, мы сливать масло? будем проверять. Мы сейчас пока только
его вскрываем, смотрим. И есть опаска, что если мы сейчас поменяем подшипник, сколько он будет ездить, Не оригинальный. не оригинальный. Нет, ну с таким люфтом-то как бы это Да, чревато же ездить. Барабан настолько прикипел, что сейчас поддастся, не поддастся, еще неизвестно. А обратный молоток-то есть? Есть. Я просто хочу сказать, что барабан не сидел там с момента, как машина выкатилась с конвейера. Я относительно недавно снимал, открыл, посмотрел и обратно закрыл. И там ничего не было? Еще не было, там колодки были в пошла. порядке. Я, собственно, собирался менять колодки, но И колодки менять. А колодки ты сколько менял когда? я их так ни разу не поменял. В смысле, все 240 тысяч пробега он на одних и До тех же- этого, может быть, его, конечно, меняли. Но я вот задние колодки не менял. Передние менял много раз. Анатолий Анатольевич, кратко о себе. Вы же дипломированный автомеханик, да? В условиях крайнего севера еще с допиской. С допиской, да? Условия крайнего севера. То есть, барабан пошел, а ваш сын Филипп Анатольевич, он пошел по вашим стопам, да? Да. Так, все, САПШ открыт, но мы видим что? Мы видим, Ну, достаточно притертые колодки, потертые, да. уже дошедшие до края. Ну, и при такой езде, как у Егора Ивановича, получается, что он еще поездить может 80 тысяч. Это Toyota, ребята, это Toyota. 340 тысяч пробега, В условиях крайнего севера. да. 200, В лютые морозы. 260 тысяч в условиях крайнего севера, да? Возможно, мы найдем кого-нибудь, скажем так, партнера какого-нибудь, который согласится перетянуть салон. И тогда машина просто... Давай превратим это в такой долгоиграющий проект. Там. И, возможно, Егор Иванович продаст его по очень хорошей цене. А продаст ли? Будет ли у него желание? Да? Да. Такая корова нужна самому. Да, да. 99% я уверен, что он не будет продавать. Все, мы вникаем. Вникаем в подробности разбора барабанного тормозного механизма. Включается, скажем так, лайфхаки от владельцев древних кроунов. Накидывается петля из проволоки для того, чтобы сдернуть пружину. Слушай, а у тебя нет мысли то, что там наружу еще один сальник есть? Не должно быть. Нет, вроде как. То есть только в чулке, который сидит, да? Узел немного по-другому, да? То есть у джимника Да. гаечки снаружи, со стороны чулка, а здесь изнутри кожуха, да? Да. То есть конструкция немножко зеркальная по сравнению с твоей, да? Да, если ось по кожуху идет. Если бы не Слушай-ка, было- а мы же не подняли этот, он же сейчас вытечет масло. Ну, вот Так, пускай тут вытекает. пошли какие-то, Пускай вытекает-то. Пускай вытекает, как убедимся, что оно есть. пошли какие-то Не, ну, прямые обвинения меня. Он не должен вытечь настолько. в смысле на уровне, по уровню яблока, да? Ты полез проверять масло? Но Дипломированный автомеханик в условиях крайнего севера говорит, что уровень яблока, он все-таки... Ниже, чем. Да. Принято судьбоносное решение применить обратный молоток. Ну, полуось сидит на подшипнике, да? И трение подшипника посадочного места, вот оно не позволяет вытащить. Так? Внешняя обойма. Внешняя обойма, да. Возможно. Слушай, он подшипник на гайке, как думаешь, или
на втулке тоже, Тоже на втулке горячей посадки. Я так полагаю. полагаешь, так, да? Так же? Ну, абсолютно та же процедура предстоит, которая, но на кровне. И вот мы должны сравнить конструкцию, да? Вот какая проще. В принципе, Уровень выработки. И, в принципе, ты предлагаешь внести в изменение джибника что-то полезное отсюда, да? да. Масло есть. Антоний Анатольевич, ощущение такое, что сальник, он как новый, да? Да. Что странно, да? Не то, что Он не засохший, не засохший. Не, ну масло же есть. масло есть, он не течет. Он не течет. Так, вот выработка на втулке минимальная вообще. Не, ну примерно такая же, как у меня, да? Примерно Ну, такая же, примерно как у меня, такая. да. Но но- извини, сколько работал твой, сколько мой. Пробег несовместим получается. Пробег несовместим. Смотри, металл полуоси, он даже лучше сохранился, чем как бы это. И пониже работает. И пониже работает сальник. Сальник при этом он... кстати, Анатолий, сальник-то конфигурации немножко иной. Типа двухрядный, да? Он типа двухрядный. Две рабочие кромки. Да, Видишь, вот да. выработка. Ага. Не в этом ли причина? Возможно. Запросто. Этот показал, что он надежней. Ну? В плане выработки и в плане того, что он даже при разболтавшемся подшипнике, он масло держит. Обычно, когда хоть какая-то, какой-то люфт появляется, это сказывается на сальнике. Нет, Сальник начинает пропускать. Если сейчас сальник он не пропускает, но люфт в подшипнике есть, можно ли обойтись просто тупо заменой подшипника? Теоретически, да. Теоретически, И да. Мы ради эксперимента даже хотим именно так сделать. Именно так. Потому что у меня есть опаска того, что нынешние у нас сальники, они могут уступать по качеству даже вот этому давнишнему родному сальнику. Нет, надо поближе снять со светом сальник, он двухрядный. Петр Егорович, он с двумя рабочими кромками. И выработка на втулке, она, видите, вот, надо еще поближе залезть, подсветить. Он с двумя рабочими кромками получается, почти что. Или два сальника тут набито. Нет. Подшипнику хана, он умер естественной смертью. А сальник Умирает. умирает. Еще не умер. Еще да. не умер, да. Люфт просто такой значительно просто появляется. Ну, мне, ребят, реально плохо, то почему так, тут так, а там сяк. Но Ты сколько раз поменял уже? При пробеге сколько? Два раза при пробеге 28 тысяч. Два раза сальник. И причем все из-за морозов и так далее. А Егору Ивановичу, который ездит те же морозы, по тем же улицам, по тому же практически маршруту, что и я, ему хоть бы хны. Оригинальный сальник. Оригинальный сальник. В принципе, барабан, вот корпус, да, вот этот. Кожух. Кожух. Щиток, он должен был остаться там. Но так как у нас вот эта, как опорная вот эта вот штучка, она все равно она вместе с ним. Вот можно было его вот так снять, вот, выдвинуть, обратно болты закрутить, и в принципе он должен был остаться там. Вот. Это просто, видите, из-за того, что там Грязь. допуск, грязь, ржавчина, она не вынулась. То есть, в принципе, можно было тормоз не разбирать. Да? Да. Смысл в этом. Мне поплохело номер 2.
У тебя совсем по-другому. Ага. Ну, в принципе, для следующего обслуживания можно чуть-чуть здесь Расточить. расточить, подточить чуть-чуть, чтобы он свободно вылазил. Я Не, так не- думаю. не с таким этим, да? А оно, так как здесь сделано очень точно, он вот, смотрите, вот немножко заржавел, и он не вынимался, в принципе. Ну, корпус, вернее, люфт подшипника, он большой. Он большой. И выработка, смотрите, тут аж в 3 местах выработка. То есть он еще и трехкромочный, что ли, сальничек получается. С этой стороны трехкромочный. С этой стороны трехкромочный, с той стороны двухкромочный, да? Не, наверное, это что-то другое. Ситуация, когда один работает, трое смотрят, да? Классическая ситуация. Ну, в данном случае двое работают. Втулка очень мягкая, да? По сравнению с сузуковской. Конечно. В этой части сузуковцы, конечно, опередили. Все. О, втулка горячая, да? Вот это тойотовская втулка, запорная. Наверное, есть, но я там уже 24 года. 40. Надо промыть, наверное, вот эту заводскую Да, и набить по новой. и набить высокотемпературную. Вот используем вот такую пластическую смазку, высокотемпературная. Ну, для подшипник, крестовин. Так, ну вот эту сторону я набил. Ну, вы смотрели, да, видели, что смазки там кот наплакал. Слишком уж его мало было. Ну, в ту сторону набил. Сейчас здесь не очень много, чуток набьем, потому что при тепловом расширении он может выдавить сальник, как мы всегда говорим. Но здесь вот, конечно, набивается на порядок больше, чем заводская. Здесь с этой стороны вот так вот. Просто немножко покрыть, а внутрь она сама набьется, растекется, и в принципе нормально должно быть. Немножко оставляем пространство, и все. Если бы мы его не вскрыли, то я думаю, что подшипник долго бы не продержался. Да, все. Так, он давление охладить надо. Ну, что сказать? Сказать я могу одно. Вот это вот легендарное качество GDM и так далее, это абсолютно не миф, это есть. Еще раз, машине 28 лет с момента выпуска. Я так подозреваю, что там все сидит родное, подшипник, сальничек и так далее. Ну, если даже не родное, то если меняли, то на родное меняли. В те годы с логистикой было чуть-чуть получше. Сам факт того, что за эти 28 лет, или там сколько, за 340 тысяч пробега сальник не текет, остается фактом. Сальник не течет. И все те моменты, которые вот эти боровские выработки и так далее, позволяют говорить, что в принципе применение такого же сальника, но с другими размерами, в принципе, может нашу проблему, вот эту синдром Гибралтара, или проблему с текущими сальниками, особенно в зимний период, минимизировать. Поэтому будем искать выходы, будем искать возможности. И
Вот этот случай, это является очень наглядной иллюстрацией того, почему любят Toyota, почему верят в Toyota, почему Toyota для нашего региона это все-таки средство передвижения номер один. Мы вам показали, вы посмотрели, увидимся.